Защитники Отечества, добровольцы, солдаты. На плюсах службы по контракту говорили в региональном военкомате. Паркуюсь, где хочу. Кто все еще верен этому принципу и почему игнорируются запрещающие знаки? Ситуация на дорогах региона в сюжете нашего корреспондента. Чемпионат Ингушетии по дрэг-рейсингу Сунжинский автодром собрал более 60 спортсменов из регионов СКФО. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов побывал в гостях у своей учительницы по немецкому языку Нелли Магомедовны Горбаневой. Он поздравил ее с профессиональным праздником и поблагодарил за нелегкий труд, за знания, которыми она на протяжении 40 лет делилась с детьми, и за любовь к предмету, которую прививала своим воспитанникам. По словам руководителя субъекта, именно Нелли Магомедовна научила его немецкому языку. Навыки, полученные им в школе, позже помогли на экзамене в вузе, который он успешно сдал. За чашкой чая бывший ученик и учительница вспоминали школьные годы, при этом в процессе диалога периодически переходили на немецкий язык. Нелли Магомедовна отметила, что гордится своими выпускниками, которые, по ее словам, достигли больших успехов. Она выразила признательность главе Ингушетии за внимание, подчеркнув, что столь неожиданный визит стал для нее самым большим подарком в День учителя. Далее Махмуд Али Калиматов посетил свою родную первую школу в городе Сунжа. Он поздравил преподавательский состав с праздником, пожелал учителям уважения благодарных учеников, а ученикам отличных отметок и прилежного поведения. Вы несете светлое. Насколько они окончат достойно сознанием школу, у них такая жизнь будет дальше. Поэтому я просто не мог не заехать в свою школу. Я уже говорил, мне много растрогало, что моей школы нет, старого здания, но здесь лучше. Вот. С другой стороны, я радуюсь этому. Вот. Поэтому я вас с праздником поздравляю. Хотел бы сказать вам огромное спасибо. Вы даже не представляете, что это самый ответственный труд. Это формирование человека. Понимаете? Не меньше, чем родители, вы с ними находитесь. Может больше. Поэтому могу ж мяши голос хочу. Я хочу, чтобы у вас в жизни все сложилось. И в ваших семьях, чтобы у вас было благополучие и добро. 120 призывников отправит Ингушетия в ходе стартовавшей 1 октября осенней призывной кампании. Помимо этого, вооруженные силы России регулярно пополняются добровольными защитниками Родины. Набирает популярность среди выпускников и служба по контракту. Об этом и о дополнительных мерах поддержки контрактников говорили в военном комиссариате Ингушетии с будущими солдатами. Репортаж Светланы Томовой. В регионах Северного Кавказа число ребят, желающих пойти на военную службу по контрактным условиям, значительно возросло. В сравнении с прошлым годом рост показателей составил 20%. Серьезной мотивацией для такой динамики стал высокий уровень социального обеспечения военнослужащих, перспектива получения образования в вузах Минобороны России, профессионального и карьерного роста. Довели мы в будущем военнослужащим, я надеюсь, которые пойдут служить, что у них есть возможность служить по контракту вместо года срочной по призыву. Они могут пойти служить военной службе по контракту, могут заключить контракт на 2 года. Это большой плюс, но тут ограничение заключается в том, что у данных граждан должно быть либо среднепрофессиональное образование, либо обязательно высшее образование. То есть они имеют право с 2015 года заключить контракт на 2 года вместо контракта на год по призывной службе. Государство делает все для того, чтобы людей, граждан молодого возраста шло на контракт больше. И с каждым годом и с каждым месяцем они увеличиваются. В данном случае вот эти надбавки, они тоже значительно, конечно, способствуют тому, чтобы шли служить по контракту. С 1 сентября вступили в силу некоторые изменения в законе, объясняет будущим военным. В частности, речь идет о повышении заработной платы и некоторых льготах для контрактников, ставших причиной возросшей популярности контрактной службы. С 1 сентября произошла индексация, значительно повысили денежные оклады военнослужащих, которые проходят военную службу по 1-4 тарифным разрядам. Также с 1 октября повышается денежное довольствие тех военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту на должностях водителей.
повышается оно в районе 30% от денежного оклада. Это существенные надбавки для военнослужащих, проходящих военнослужбу по контракту. Такого еще не было. Военная служба по контракту – особый вид Федеральной госслужбы в Вооруженных силах России. Это всегда добровольный выбор тех, кто проникся обязательной службой в армии и в дальнейшем желает реализовать себя именно на военном поприще в течение оговоренных в контракте сроков. Отбор идет серьезный. Все кандидаты проходят проверку состояния здоровья, физической подготовки и профессионально-психологических качеств. Именно контрактная служба, она сегодня дает какие-то плюсы, и значительные плюсы. Что касается отправки на контрактную службу с Республики Ингушетия, то мы одни из лучших на Северном Кавказе, выполняем свой наряд, даже его перевыполняем. Конечно, поэтому и хотелось бы, чтобы независимо это, чтобы все равно ребята приходили, обращались. Мы тут как раз хорошие у нас отношения с пунктом отбора граждан на контрактную службу в Владикавказе. Мы уже здесь на своем уровне отбираем и уже отправляем туда, во Владикавказ. Но, как показывает практика, проблем нету. Здоровье, физические данные и тесты. Вот 3 позиции, которые они должны себя показать. Минобороны России предлагает широкий перечень специальностей и воинских должностей. Каждый из поступающих на службу может выбрать вариант, отвечающий его профессиональным ориентирам и уровню образования. Светлана Томова, Шахризада Тамасханова. Новости 24. Летний амфитеатр в Ингушетии по поручению главы региона планируют реконструировать за счет внебюджетных средств. Сейчас в нем располагается Госфилармония Республики. Реконструкция здания начнется в начале следующего года. Работы будут вестись примерно полгода. До конца 2020-го амфитеатр снова распахнет свои двери. На данный момент здание амфитеатра не рассчитано на проведение мероприятий в любую погоду, особенно во время дождя, снега или ветра. Отмечу, что летний амфитеатр самый большой в республике концертный зал под открытым небом, рассчитанный на 1300 зрительских мест. Он был открыт в 2012 году в день 20-летия республики. Технологиям посредничества в урегулировании конфликтов обучали на прошедшем тренинге в Магасе. В двухдневном семинаре приняли участие десятки представителей северокавказских республик. Своим опытом с ними поделились педагоги-психологи высшей категории. Встречу организовали активисты Общественного фонда социального развития «Генезис» в рамках регионального проекта по противодействию экстремизму и насилию «Вместе». Подробности у Адама Мережкова. Что заставляет нас быть нетолерантными, почему человек испытывает страх в незнакомой ситуации, почему нам не нравится инакомыслие и другая точка зрения. На тренинг-семинаре психологи поднимают на их взгляд самые актуальные вопросы. Встреча проходит в рамках регионального проекта по противодействию экстремизму и насилию «Вместе». Проект целиком образовательный, то есть мы действуем через различные образовательные мероприятия, такие как семинары, тренинги, вот такого формата встречи. Квесты, фестивали, конкурсы, очень разные виды деятельности мы используем, чтобы максимально интересно, эффективно молодежи было в этом проекте участвовать. Мы пригласили известного психолога Емельянову Елену Владимировну. У нее есть ряд публикаций по работе с трудными подростками, и мы выбрали ее именно потому, что у нее богатый практический опыт как раз по работе с трудными подростками, с трудной молодежью. Развитие знаний, навыков, а также социальных установок и не только. Тренинг прежде всего затрагивает вопросы развития компетентности межличностного и профессионального поведения среди людей. Елена Емельянова, ведущий психолог на таких встречах, она частый и почетный гость уже несколько лет. Уверяет, людям просто надоели эти разговоры про ту же толерантность. Откуда берутся такие ценности, ради которых человек идет воевать? Всесторонний подход к решению таких социальных проблем, как межнациональные страхи, урон в плане своих ценностей, обещает, если не решить, то хотя бы выявить корень проблемы, считает лектор. Почувствовал некий урон своим ценностям, страх перед своими ценностями, да, там, эти хотят запретить то, эти хотят у тебя отнять то. И Марина встала и пошла, ну да, сейчас. Я им это сделать не разрешу, да, или там мои близкие хотят забрать, или еще что-нибудь. Или еще им уже нанесли какой-то вред, я пойду им отомщу и так далее. Около 40 специалистов из разных регионов, представителей молодежных общественных организаций Ингушетии, Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии на таких площадках смогут вооружиться необходимыми знаниями для дальнейшей работы уже в своем регионе. Альбика Закаева, тренер по проведению тренингов, проводит подобные занятия с подростками, со студентами и уже выявила для себя ряд актуальных тем.
На практике мы проводим обучающие тренинги с молодежью. Это в основном школьники, студенты. Весь опыт, который мы получили, мы, конечно, пытаемся применить на практике. Как социальный тренер я очень часто общаюсь с молодежью. То есть это подростки от 16 до 18 лет, то есть тот самый период, когда нужно более-менее сформировать их личность. То есть более толерантно их сформировать, чтобы не было этой вражды. Находить общий язык, выходить из разных критических ситуаций. Вот чему нас учили сегодня психологи, которые были приглашены для нас. Это действительно большой опыт и те знания, которые в книгах или в интернете ты не прочитаешь просто. Межкультурный диалог как помощь в разрешении конфликтов. При работе с молодежью важен факт наличия лидерских качеств, оказание авторитетной составляющей для его дальнейшего благополучия. По словам Марьяты Дзейтовой, помимо теоретических занятий, 2 дня планируется посвятить практике. Мы понимаем, что молодежи лекции неинтересны, разговоры мало воздействуют вообще, особенно в такой тонкой теме, как экстремизм, радикализм или там, формирование толерантности. Сегодняшние участники будут учиться тому, как в игре ненавязчиво доносить важные ключевые ценности для своих подопечных. Такие тренинги в республике проводятся ежегодно несколько лет подряд. Для молодых специалистов они уже стали не просто доброй традицией, а возможностью поделиться опытом с коллегами. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24. Около 350 телят чистой галштино-фрисской породы. Такие цифры составил естественный приплод в крупнейшем в регионе молочно-мясном комплексе «Молоко Ингушетии» в этом году. Данные приводят в региональном Минсельхозе. Продукция под маркой «Молоко Ингушетии» реализуется по всей республике. Творог, сыры, кефир, молоко, в частности, поставляют в детские сады региона, как натуральный, экологически чистый продукт. Молочно-мясной комплекс в основном специализируется на галштино-фрисской породе. На сегодняшний день в комплексе насчитывается около 1140 голов, в том числе 487 голов дойного стада. Причина многочисленных пробок с массой неудобств и помех, заставляющих совершать еще большие нарушения, в итоге опоздание на работу или учебу. Все это результат парковки в неположенных местах. С увеличением количества автомобилей на дорогах региона растет и число нарушений. Почему некоторых водителей не останавливают запрещающие знаки и кто все еще верен принципу «паркуюсь где хочу»? В поисках ответов на эти вопросы по самым проблемным точкам Магаса и Назрани проехалась наша съемочная группа. Слово Зелимхану Калоеву. Хочешь пройти, обходи негласное правило, которое приходится соблюдать при желании и без. Тут никому нет дела, что прохожим доставляются неудобства. Главное, чтобы комфортно было самому водителю. Вот, к примеру, вот и вы же знаете, что вот здесь люди ходят и что вы мешаете людям. Ну тут вообще-то нету знака, запрещаешь стоянку. Вот, ну и даже если вот нету знака, вот чисто, ну, людям же вы все равно мешаете, вы же знаете. Да, я как-то не заметил, что я кому-то мешаю. Если нельзя стоять, я могу и уехать отсюда. Это просто наханок мукулирует. Остановился только что, нет знака, я же всего на 5 минут. У каждого своя правда. Проблемы с парковкой в неположенном месте в регионе не редкость. Нарушители на каждом шагу, и большинство из них просто отгородились от внешнего мира завесой тонировки. В неположенном месте припарковать машину. Затонируем передний боковой стекла, да. Машина, да, припарковать и посмотрю машину, материал составить. Правда, этот беспорядок творится не только на старом автовокзале. Настоящий коллапс очень часто воцаряется рядом с республиканской клинической больницей на улице Муталиева. Здесь постоянные пробки, заторы и любители неправильных парковок. Тут как тут. Запрещена же парковка. Вот здесь запрещена парковка. Ну, знака нет, но вы же мешаете и общественному транспорту. Чисто по-человечески. 16 часов 7 минут на скамейке. Ну, здесь остановка, здесь каждый день люди ходят. Я подъехал, уехал. Ну, вы же 10 минут здесь стоите. Я подъехал только 2 минуты. На деле же никто не думает, что его 2 минуты затягиваются до 10. Так же, как и этот автолюбитель, многие уверены в своей правоте. Казалось бы, пару минут ожидания еще никому не помешают. В реальности же все иначе. Это неправильно, как минимум. За это надо наказывать. Машины ставят где попало. Дабол машины. А машины тем самым, создают помехи пешеходам. На тротуарах ставят,
и людям приходится на проезжую часть выходить. Это очень плохо, опасно для жизни, как минимум. А вы часто сталкивались с этой проблемой? Каждый день сталкиваюсь. На улице Московской тоже настоящий беспредел. Тут приходится обходить стороной не людям, а самим же автолюбителям. Несмотря на то, что буквально прямо перед носом большая парковка, люди оставляют свои автомобили прямо на дороге. Движение. Тех, кого получается найти, сотрудники ГИБДД предупреждают и настоятельно рекомендуют припарковаться в положенном месте. А те, кто не объявился, возможно, свою ласточку будет искать на штрафстоянке. По закону автомобиль может забрать эвакуатор. Все же среди нарушителей находятся больше добросовестные, которые, возможно, просто не заметили знак предупреждения. Преступление и наказание. Парковка остается не сегодняшней и не вчерашней проблемой. Штрафы за такие прецеденты хоть и невысокие, но все же немного должны отбить желание нарушить. Согласно части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение или игнорирование требований, которые указаны разметкой на проезжей части, либо дорожных знаков, которые запрещают остановку или длительное пребывание транспортного средства в неположенном месте, влечет за собой наложение штрафа размером 1500 рублей. Исключением данного закона является его 5-я часть для федеральных городов, а именно Санкт-Петербурга и Москвы. Если нарушение, которое предусмотрено статьей 12.16 частью 4 Кодекса об административных правонарушениях, совершено в городе федерального значения, оно влечет за собой наложение штрафа размером 3000 рублей. Более того, этот штраф невозможно оплатить со скидкой. Не стоит также забывать, что из-за, казалось бы, безобидной неправильной парковки может произойти ДТП. И вот тут головная боль 1 рублем не ограничится. Зелимхан Калоев, Магомед Моисеев, Новости 24. Около 60 спортсменов из регионов страны участвовали в открытом чемпионате Ингушетии по автомобильному дрэг-рейсингу. Гонки проходили на автодроме в Сунже. В задачу автогонщиков входило за максимально короткое время преодолеть дистанцию, опередив соперника. Ингушетию представили 3 команды. В заездах участвовали и знаменитые рейсеры. О закрытии гоночного сезона в России расскажет Харун Аздоев. Открытый турнир по драг-рейсингу собрал на старте 50 пилотов более чем из 30 регионов России. Они будут соревноваться в 4 классах на автомобилях, мощность некоторых из которых составляет 500 лошадиных сил. Чемпионат Ингушетии по драг-рейсингу – уникальное для республики событие, в очередной раз собирающее на одной площадке самые быстрые, мощные и громкие автомобили не только Северного Кавказа, но и других регионов России. В закрытии сезона организаторы решили позволить всем желающим продемонстрировать возможности своих автомобилей и почувствовать себя спортсменами. Борьбу обладателям титула планирует навязать известный в драг-рейсинге пилот Иван Земцов, представляющий город Пятигорск на своем драгстере Toyota Mark II. В предыдущих сезонах он успешно выступал на соревнованиях самого разного уровня и вновь приехал за победой. Постоянно приезжаем сюда, каждый год мы приезжаем. Как только здесь какие-то организовываются соревнования, мы сразу приезжаем. Мы и прошлый год, и позапрошлый, и с первого дня открытия мы здесь. Были и разные машины, и желтый Skyline был, и там разные марки были. Просто удовольствие получаю от ускорения и от вот этой атмосферы гоночной. И все, у нас куча тут друзей, знакомых, в общем, грубо говоря, все друг друга почти знают, и все. Зрителей на этом чемпионате ждет настоящий фестиваль скорости. На соседней площадке для дрифта экстремалы-водители запускают свои гоночные фурии в управляемый занос. Клуб байкеров на своих дорожных ракетах не остался в стороне от большого события в мире автоспорта Ингушетии. Представители этой субкультуры всегда вызывают у публики восторг. Погода на стороне драг-рейсеров, и каждый может позволить себе больше тестовых заездов. Михаил Сидоров из Саратовской области покрыл большое расстояние в намерении побороться за призовые места на открытом чемпионате Ингушетии по драг-рейсингу. Саратовец успешно справляется с новой для себя техникой и показывает в квалификации один из лучших результатов. Не первый раз сюда приезжаем, поэтому очень нравится. Машины серьезного уровня все, очень быстрые. Вот в котором я классе еду, машины все выезжают из 11 секунд. Низкие 10, одна машина даже едет 9,5 квотер. То есть серьезный очень контингент участников. Ингушетия на крайнем этапе этого сезона представлена 3 командами.
почти во всех классах чемпионата и, как итог, 3 призовых места. В классе ФСА «Спорт» принимает участие Рашид Таршоев, специализирующийся в дрифте, но при этом решил попробовать свои силы в спринтерских заездах на 400 метров. Этим наш пилот хотел доказать, что соревноваться в дрэг-рейсинге можно абсолютно на любом виде транспорта. Поклонникам автоспорта в нашей республике уже знаком его автомобиль, модернизированный ВАЗ-2101, оборудованный шеститочечным каркасом и двигателем, устойчивым к повышенным нагрузкам и высокой температуре. Дисциплина у меня направление дрифт, но сегодня такое соревнование, которое не часто бывает, и мне захотелось попробовать себя в драге. В принципе, таких ожиданий, что я там стану чемпионом, нету, но просто хочу себя проверить в этом. Именно почувствовать себя драгстером. Особенность этого чемпионата в том, что вместе с топовыми пилотами могут участвовать все желающие автолюбители. Некоторые драгстеры развивают скорость, сравнимую со скоростью воздушных судов. По словам организаторов, для региона большая честь стать площадкой для проведения столь масштабного мероприятия в жизни автоспорта страны. Но инфраструктура автодрома требует доработки, чтобы достойно провести гонки всероссийского уровня. Тем не менее, зрители оценили зрелищную борьбу на неограниченных скоростях, главный приз которых – признание в мире автомобильного спорта страны. Харон Аздоев, Адам Далаков, Новости 24. Герой нашего времени, выхожу один я на дорогу, я не унижусь перед тобой. Бессмертные строки и произведения знаменитого русского классика из уст современников звучали в ДК Зязиков-Юрта. Там прошел литературно-музыкальный вечер памяти великого русского поэта, прозаика, драматурга и художника Михаила Юрьевича Лермонтова. Любимые произведения цитировали ингушские поэты-современники, деятели в области искусства и живописи Ингушетии и Чечни и почитатели творчества поэта. На встрече вспоминали жизненный и творческий путь Лермонтова, говорили о его творчестве и влиянии на нынешнее поколение, которое ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. Половину своей жизни поэт провел на Кавказе, что также глубоко сказалось на его творчестве. Произведения Михаила Юрьевича получили большой отклик в живописи, театре и кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсного творчества. Трудно переоценить значение вот таких встреч. Было очень приятно, когда видишь в зале и молодежь, и пожилого человека, который очень слушал с интересом. Мы не только должны просто поверхностно знакомить молодежь, чтобы правильный художественный вкус воспитать, чтобы научить разбираться, где добро, а где зло. Для этого надо иметь знания, потому что знание не просто сила, а это еще и способ форсировать накопленный опыт и набор умозаключений.